Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар сегодня стоит 73 рубля и 8 копеек. Евро остановился на отметке 86 рублей и 12 копеек. Покупает и продает сегодня американскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк. Покупает за 72 рубля и 31 копейку, а продает за 72 рубля и 99 копеек. Самый выгодный курс покупки и продажи евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка. Покупает за 85 рублей 45 копеек, продает за 86 рублей и 10 копеек. Национальная система углеродного регулирования даст стимул для перехода на более энергоэффективные технологии и позволит сформировать бюджет на финансирование зеленого перехода. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Министерством финансов России. По мнению аналитиков Минфина, для этого необходимо разработать и запустить национальную климатическую стратегию, определяющую программу перехода России к углеродной нейтральности. В частности, необходимо ввести углеродное регулирование, которое будет регламентировать мониторинг и учет выбросов парниковых газов, реализацию климатических проектов, а также обращение углеродных единиц. Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT. В июле этого года на первом месте расположился американский доллар, на втором месте евро, на третьем месте оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская иена и китайский юань. Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его России в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, считают эксперты. Тем временем международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий фастфуда в России. Такие изменения межбанковских комиссий с 1 сентября подтвердили в пресс-службе Visa. Принятие новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Visa резко снизила комиссию, которую банк Эквайр платит банку-эмитенту при оплате картой для предприятий фастфуда до 0,5% при условии, чтобы сумма чека не превышала 500 рублей. Более 40% соотечественников считают, что лучше всего жить в России. В ходе опроса выяснилось, что уровень патриотизма заметно вырос с 2010 года, когда нашу страну лучшей для проживания считали всего 23% респондентов. Отмечается, что женщины традиционно более патриотичны, чем мужчины. О том, что они остались бы в России, заявили 45% дам. Также высказались только 39% представителей сильной половины человечества. Из других государств россияне чаще выбирали США, Канаду, Италию и Швейцарию, Германию, Испанию, Австралию и Швецию. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении до 3 декабря следующего года возможность оформлять ввезенные из-за рубежа автомобили без установки системы «Эра ГЛОНАСС». В пресс-службе Кабинета министров уточнили, что это решение принято по итогам рабочей поездки Мишустина на Дальний Восток. Соответствующим предложением к председателю правительства тогда обратился в Рио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он обратил внимание на то, что требование установки ГЛОНАСС приведет к росту цен и создаст дополнительный финансовый барьер для автомобилистов всего Дальнего Востока. Свыше 275 тысяч человек прошли всероссийскую перепись населения, сообщает агентство ТАСС. Всероссийская перепись населения проходит в труднодоступных районах с 1 апреля. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стала Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия с 15 октября по 14 ноября текущего года. В Якутии началась вакцинация против гриппа. Ее проводят ежегодно осенью перед выраженным подъемом и пиком заболеваемости. По данным регионального Роспотребнадзора, в республике против гриппа по плану должны вакцинировать 580 тысяч человек. Это 60% от всего населения региона. Подробнее Ульяна Шагина.
Только детей вакциной против гриппа охватят более 200 тысяч в целом по республике. В регион уже поступило 165 тысяч доз вакцины. Это первый транш. Из них 52 тысячи предназначено для детского населения. По итогам оперативного мониторинга в сентябре наблюдается рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии, что характерно для этого периода времени. Всего к эпидсезону 21-22 планируется привить 60% от населения республики, а в группах риска 75%. В группу риска входят прежде всего дети, беременные, студенты, работники медицины, образования, социальных учреждений, люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок, и для населения она проводится абсолютно бесплатно. В детской службе при поликлинике номер 1 столицы в этом году планируют привить более 20 тысяч детей от 6 месяцев и до 18 лет. Начали вакцинировать 6 сентября. Мы получили вакцину недавно и буквально за первую неделю привили уже более 1500 детей. Вакцинация проводится в нашем отделении, а также вакцинация проводится бригадами, состоящими из врача и медицинской сестры, которые проходят вакцинацию в школе, в детском дошкольном учреждении. В этом году здесь прививают вакциной Ультрикс Квадри. Она предназначена как для детского, так и взрослого населения и защищает от 4 актуальных штаммов вируса гриппа. 2 типов вируса А и 2 вирусов гриппа Б. Такой состав рекомендован в нынешнем эпидсезоне Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мы работаем с вакциной Ультрикс Квадри. Это вакцина 6-месячного возраста, абсолютно безопасна для детей. С 6-месячного возраста до 3 лет она проводится двукратно в половинной дозе. Сначала дозу и через 4 недели вторую половиночку дозы. Старше 3 лет эта вакцинация проводится уже однократно, полной дозой. Как показывает статистика, с каждым годом желающих привиться против гриппа становится все больше. В прошлом году, к примеру, здесь выстраивалась живая очередь из детей и родителей. В этом году желающих также много. Конечно, соглашаюсь, чтобы не болеть гриппом. Ну, то есть вы не против того, да, чтобы каждый год ребенка прививали? Нет, не против. А ставят обычно где у вас? В садике стоят. Серьезных осложнений после получения противогриппозной вакцины ни у взрослых, ни у детей также не регистрируется. У восприимчивых людей могут появиться легкие симптомы, например, слабость, как реакция на введение вакцины, которые могут присутствовать до 3 дней, или же температура не выше 38 градусов. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Скорая медицинская помощь в нашей стране сложилась как система медицинской помощи при угрожающих здоровью и жизни состояниях, несчастных случаях и внезапных острых заболеваниях. Сегодня это мощная единая система, в которую входят станции, больницы, санитарная авиация и даже научно-исследовательские институты. В этом году служба скорой медицинской помощи Якутска отмечает свой юбилей. За подробностями и историей появления скорой в столице республики отправилась наша коллега Надежда Саханская. Она с нами на прямой связи. Надежда, здравствуй. Каковы были предпосылки для появления скорой помощи в Якутске и скольки летний юбилей в этом году отмечают медики? Приветствую, Сергей. Мы сейчас находимся в отделении скорой помощи города Якутска. Это помещение называется диспетчерское. Здесь сотрудники скорой помощи круглосуточно отслеживают многочисленные вызовы, которые сюда поступают, назначают врачей и бригады, которые отправляются на вызовы по различным адресам. Ну а если вдаваться в историю, вообще становление медицинской скорой помощи города Якутска начинается еще в 20 веке. Тогда службы скорой помощи создавались на базе имеющихся уже лечебно-медицинских учреждений. И большой вклад внесла еще, конечно же, организация Красного Креста. Сам процесс рассматривать так просто мы не будем. Здесь обязательно были предпосылки. Во-первых, это и открытие золотых приисков на Алдане. Там в первые годы 20 века город начинает выступать в качестве снабженческого города, вновь открытых приисков. Следовательно, здесь требуется медицинское сопровождение.
Кстати, сейчас прозвучал вызов, который сигнализирует о том, какой бригаде куда нужно отправляться. Вот прямо сейчас 12-я отправляется на обед. Ну, а вторая предпосылка – это, конечно, советская власть, когда в ходе Октябрьской революции было очень много различных гражданских столкновений. Вплоть до 2022 года нам известно, что город Якутск был революционным центром, а это, как известно, высокий уровень травматизма на почве военных действий и столкновений по политическим взглядам. И вот уже как раз и здесь, на базе губернской больницы, создается сначала Якутская центральная, в которой с 14 ноября 1920 года устанавливается дежурство врачей и лекарских помощников для оказания неотложной медицинской помощи. И в это время как раз уже ликвидируется организация Красного Креста, и вскоре появляется первое отделение скорой медицинской помощи. Ну а рядом со мной Елена Климова, которая нам расскажет о современности гораздо более подробно. Елена Михайловна, здравствуйте. В первую очередь поздравляю вас с праздником. 90-летний юбилей для организации – это очень большая дата. Спасибо большое. Ну, давайте начнем с чисел небольших. Сколько сейчас подстанций насчитывается в Якутске? В городе Якутске имеется одна станция и одна подстанция в селе Хатасы. Также мы планируем в 2023 году открыть новую подстанцию на базе строящейся больницы номер 2, которая находится в районе аэропорта, в которой будут размещаться 5 бригад. Про медиков можно также сказать, что ваша служба и опасна, и трудна. Скажите, как вам приходилось в ковидные времена и как работа обстоит сейчас? Было ли тяжело, были ли выгорания у сотрудников? 17 марта 2020 года сотрудники нашей станции обслужили первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. С тех пор начался отсчет пациентам с новой коронавирусной инфекцией в республике Саха-Якутия. Наши медики были готовы к такому повороту событий, потому что мы первые обслуживаем пациентов с особо опасными инфекциями на борту самолета, на вызовах, поэтому наши медики знают, как себя обезопасить и оказать правильно помощь пациенту с особо опасной инфекцией. Также в марте на нас легла вся ответственность по обслуживанию таких пациентов. Мы проводили забор анализов, эвакуацию в стационары. Также перевозили пациентов на компьютерную томографию. В апреле 2020 года организовались поликлиники, которые сформировали свои эвакобригады для обслуживания пациентов в условиях амбулаторного звена. Также на станции скорой медицинской помощи сформирована одна инфекционная бригада, но также остальные бригады тоже сталкиваются с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и знают, как себя обезопасить. Было сложно. В какой-то момент мы перешли на посуточную работу. Наши медики все молодцы. Благодарю их за такой труд, и все справились. Выгорания у наших медиков нет. Ну, я сегодня для наших телезрителей уже рассказала, как была организована история скорой медицинской помощи в Якутске. Но вообще-то нам известно, что у вас есть большой автопарк, и вот об этом давайте поговорим с вами, тоже вдадимся в историю. Да, действительно, 7 февраля 1931 года сформировалась наша станция города Якутска, которая вначале обслуживала пациента на гужевом транспорте. В дальнейшем подключился грузовой транспорт, потом стали обслуживать пациентов на легковом автотранспорте неподготовленном. А с 1960 года Ульяновский автозавод начал выпускать специализированный автотранспорт для станций скорой медицинской помощи. Сейчас у нас имеется все современное оборудование, машины, и мы машины обновляем раз в 3 года, поэтому мы ездим на самых современных автомобилях. Благодарю вас, Елена Михайловна, за такую беседу. И поздравляю еще раз с таким праздником, 90-летним юбилеем скорой медицинской помощи города Якутска. Пожелаем вам, чтобы как можно меньше клиентов к вам обращалось. Спасибо большое, и вам крепкого здоровья. На этом у меня пока вся информация. Мы продолжаем быть здесь, в отделении скорой медицинской помощи города Якутска. Я также пожелаю всем нашим телезрителям крепкого здоровья. На этом все. Сергей. Ну что ж, а мне остается присоединиться к поздравлениям. Я напомню, наш корреспондент Надежда Саханская работает в скорой помощи города Якутска и рассказала об ее истории. Ну а мы переходим к мировым новостям.
Люди покинули свои дома в 6 андалузских городах и деревнях в воскресенье, когда пожарные команды на юге Испании работали, чтобы сдержать пламя. Оно бушует рядом с курортом Коста-дель-Соль, популярным среди британских туристов и пенсионеров, рассказывает Анастасия Дмитриева. Пожарные боролись с бушующим пламенем в горном массиве Сьерра-Бермеха на юге Испании в воскресенье, когда правительство направило им на помощь военных. Огонь полыхает недалеко от курорта Коста-дель-Соль со среды. Огромные клубы дыма поднимаются над горами, видны за много километров. Кадры, опубликованные экстренными службами, показали, как пожарные пытаются сдержать пламя в сухой лесистой местности в условиях жары и сильного ветра. Один сотрудник погиб при исполнении обязанностей в четверг. В сложившейся чрезвычайной ситуации почти 2000 человек покинули свои дома. Эвакуированных, среди которых много пожилых, разместили за пластиковыми столами в спортивном центре в соседнем городе Ронда. Волонтеры приносили им воду в бутылках, еду и товары первой необходимости. Все произошло стремительно, то, как нас вывезли. Я приехал сюда лишь с одеждой в рюкзаке и оставил все там, даже животных, собаку и несколько кошек. Хотя не думаю, что с ними что-нибудь случится. Я не представлял, что такое возможно, но над деревней нависло огромное облако дыма. Было страшно. По предварительным данным, огонь охватил примерно 6000 гектаров земли. Региональное агентство по лесным пожарам сообщило, что 365 сотрудников направлены на тушение при поддержке 4 десятков самолетов. Начальник управления охраны окружающей среды Андалусии Кармен Креспо ранее заявила, что пожар возник, по-видимому, в результате поджога. Дело расследуется. Государственные средства массовой информации Северной Кореи сообщили об испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Разведывательные органы Южной Кореи и США изучают технические аспекты запуска и следят за развитием обстановки в регионе, заявили официальные лица в Сеуле. Подробности далее. Пхеньян отчитался в понедельник об очередном успешном испытании новой крылатой ракеты большой дальности. Северокорейское информационное агентство ЦТАК и национальная телерадиокомпания опубликовали снимки пуска. Рейтер не располагает независимыми подтверждениями их подлинности. Сообщается, что ракета находилась в полете 7580 секунд, пересекла территорию и акваторию КНДР и поразила цель на расстоянии в 1500 километров. Откуда она стартовала и где находилась мишень, не уточняется. По словам официального представителя Южнокорейского министерства обороны Пу Сын Чана, получить информацию из первых рук не представляется возможным, поскольку горячая линия связи с Севером не работает в нормальном режиме. Его коллега в Министерстве по делам воссоединения двух Корей Ли Джун Чу добавила, что Сеул и Вашингтон пытаются разобраться в произошедшем. Разведки Южной Кореи и США в тесном контакте друг с другом тщательно анализируют имеющиеся данные. Нынешние испытания стали третьими по счету с января текущего года. Северная Корея сообщала о пусках баллистических и крылатых ракет. Переговоры о сворачивании программы стратегических вооружений КНДР в обмен на отмену американских и международных санкций зашли в тупик в 2019 году и с тех пор пока не возобновлялись. Как утверждает Пхеньян, ракеты и ядерные боеголовки являются средствами сдерживания внешней угрозы и предназначены для обеспечения обороноспособности страны. Переносимся в США. Публика на стадионе Майами Гарденс с замиранием следила вовсе не за футбольным матчем на поле, а за чудесным спасением кота, сорвавшегося с верхней трибуны и пойманного зрителями, растянувшими для него флаг в качестве трамплина. Зрители футбольного матча между командами Miami Hurricanes и Appalachian State, прошедшего вечером в субботу во Флориде, спасли кота, сорвавшегося с верхней трибуны стадиона Miami Gardens. За поимкой животного с замиранием сердца следила вся арена. Черно-белого кота, повисшего на проводах, а затем упавшего вниз, поймали, растянув флаги в качестве трамплина. Чудесное спасение животного публика приветствовала одобрительным гулом. Дирекция стадиона позже написала в соцсетях, что с котом все в порядке, и пожелала ему удачи в оставшихся 8 жизнях.
Сегодня компания Apple может показать iPhone 13 с новым процессором и камерами, Apple Watch с большим экраном и самый радикальный редизайн iPad mini. Компания запланировала свою традиционную осеннюю презентацию на 14 сентября. В этот раз, как и в прошлое, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Какими еще событиями запомнилась эта дата? Расскажем далее. На календаре 14 сентября. Сегодня отмечают День слушанья шорохов, День раскрашивания, День пончика с кремовой начинкой, День поедания большого сэндвича. По народному календарю в эту дату чтут память святого Симеона Столпника. Это торжество приходится на начало бабьего лета, в честь чего устраивают народные гуляния. Также к этому сроку начинается пора свадеб и смотрин. В народе в этот день считается удачным для новоселья. На Руси существовал обряд посвящения детей, которым исполнилось 3 года – воины и земледельцы. После такого обряда воспитанием мальчиков занималась только мужская половина семьи. Также следили за приметами. Если на полях много паутины, то осень будет длинной. События в этот день. В столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе Министерства финансов, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч со сборной рабочих Нижней Австрии. В этот день в США в воздух поднялся первый самолет Сикорского ВС-300. Машиной управлял сам конструктор. В Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны. Космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition. В этот день родились Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии К. Игорь Кириллов, советский российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР. Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, 3-й президент России. Именины сегодня отмечают Семен, Иисус, Аифал, Татьяна, Наталья, Марфа, Марта. Возвращаемся в Якутию. Студент Южно-Якутского технологического колледжа в городе Нерюнгри Владимир Юдинцев вошел в десятку лучших в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. С профессионалом своего дела встретилась наш корреспондент Ирина Кичигина и находится на прямой связи с нами. Ира, добрый день, передаю тебе слово. Здравствуй, Сергей. WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди студентов в возрасте от 16 до 25 лет. В этом году свои навыки в 105 компетенциях продемонстрировали более 1700 участников. Конкурс проходил в городе Уфа с 25 по 29 августа. Вместе со своим компатриотом, мастером производственного обучения Максимом Игнатенко Владимир проделал долгий путь и достойно представил Нерюнгри и Якутию в финале. Сегодня он готов поделиться с нами своими переживаниями. Здравствуй, Владимир. Расскажи, какой путь ты проделал до финала? Что было до этого? Сначала я готовился и занял первое место на местных соревнованиях. Потом нас отправили в Ульяновск, где из 76 человек прошло только 13. И нас отправили в Уфу. Там и были отборочные. Какие конкурсы были в Уфе? Конкурсы, так, там было 6 заданий, 6 модулей. Некоторые модули делились на модуль А, модуль Б и так далее. Первым у меня была ходовая часть автомобиля. Надо было разобрать ходовку, найти неисправности, устранить неисправности и собрать. Вторым был модуль коробки. Коробку также надо было разобрать, найти неисправности, сделать замеры необходимые и также собрать. Потом модуль диагностики. Диагностика как раз делилась на 3 модуля. Первый модуль надо было завести стартер, потом завести двигатель и отрегулировать двигатель. Потом была тормозная система. Мы сначала работали на стенде, а потом перешли к автомобилю. Также надо было найти все неисправности, устранить.
Потом была электрика. В электрике были неисправные, ну там, например, фары или сигнализация. А потом был двигатель. Двигатель также надо было его разобрать, найти неисправности, вымерить все и собрать. Что для тебя было самым сложным и что тебе далось более легко? Самым сложным был, наверное, модуль двигатель. Там было трудно, надо было торопиться. Очень сильно волновался. Со многими предметами, со многими инструментами я столкнулся впервые и на месте разбирался. А что было попроще? Попроще, наверное, был модуль коробки. Там, ну, нетрудно, быстро очень. И диагностика автомобиля. Спасибо, Владимир. Это огромное достижение для студента и уникальная возможность продемонстрировать свои полученные навыки в дальнейшем в жизни и в учебе. Сергей? Ира, спасибо. Пожелаем студенту дальнейших успехов в учебе. А мы идем далее. 20 учеников мирнинских школ стали участниками экологического квеста. В Мирном провели его впервые. Организаторы, сотрудники экологического центра «Алроса» придумали для ребят интересные задания. Подробности далее. Жир легче, чем мышцы. Так, ну у него ж мех еще, блин. Ну давайте 200, да, оставим. Какого веса может достигать северный олень и до какой глубины ныряет Атлантический морж? Вопросы не из простых. Радмир Суфиянов уже участвовал раньше в экологической и биологической олимпиаде. Ему нравится тема бережного отношения к окружающей среде. В будущем планирует поступать на экологический факультет. Считает, что в районе есть экологические проблемы. Свалки, загрязнение листьев, ну, то есть загрязнение растительности города, то есть автомобильные газы. Хорошо, что заправка далеко от города, но также там рядом лес. Это ни туда, ни сюда как-то. Вырубка лесов очень плохо, убитие животных, браконьеров. Хорошо, что есть живые алмазы Якутии, потому что это хоть как-то спасает живую природу от браконьеров. Экологический квест для школьников организовали сотрудники экологического центра «Алроса». В качестве жюри пригласили комитет по охране природы. Участвовали более 20 учащихся из 4 школ. Первый этап квеста провели на улице. Школьники решали тесты, отвечали на вопросы. Каждое задание в своей локации. Всего их было 4. Но не все далось легко. Это, наверное, третий этап. Это был кроссворд. Там достаточно сложные вопросы были. Только на кроссворде было сложно. А так очень даже нормально. Там именно терминологию нужно было знать, тяжелую, и все. Игровая форма – лучший вариант обучения, считают экологи. И знания о глобальных проблемах экологии начинаются с малого. Я считаю, что это нужно уже внедрять даже и в детских садах, не только начиная там с 9 классов, чтобы не кидали мусор мимо урны, чтобы, например, проводятся также мероприятия по сбору пластиковых крышек, пластиковых бутылок, чтобы не загрязнять природу в целом, чтобы эти бутылки не плавали в наших реках. Кого-то интерес к экологии приведет к будущей профессии, уверены экологи. Лучший результат в квесте показала 12-я школа. 2-е место занял лицей, 3-е – 1-я школа и 4-е место за 26-й школой. В дополнение к новым знаниям все участники получили призы. Юлия Золотарева, Карина Лопатина, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Ленске храм Николая Чудотворца осветил архиепископ якутский Еленский Роман. Этот храм был перенесен в микрорайон Алроса с бывшей территории колонии особого режима еще 2 года назад, но пока не функционировал из-за отсутствия священника. На торжественной церемонии открытия побывала Анна Кожевникова. Сменил прописку. Храм Николая Чудотворца, некогда построенный на территории колонии особого режима, после ее расформирования остался сиротой. Но его не бросили на произвол судьбы. Он обрел новую жизнь в микрорайоне Алроса. Нарядно и празднично в этот день освящения храма, выглядело все и внутри святилища, и около него. Словно сама осень принарядила природу для торжества. Значимое событие для христиан Ленска состоялось в минувшую субботу. Архиепископ якутский Еленский Роман прибыл для освящения новой церкви. Построение
этого храма есть еще и восстановление некоторой исторической справедливости, потому как в Мухтуе существовал храм в честь святителя Николая. Этот храм построен людьми, всем миром, о чем мы и свидетельствуем, и радуемся. И действительно, это результат общих усилий настоятель храма святителя Иннокентия Московского отец Анатолий совместно с руководством города нашли возможность и место для переноса церкви. А в разборке и сборке строения приняли участие сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз». Теперь у жителей отдаленных микрорайонов Алроса и Разведчик появилось новое место для богослужений. Много жителей и детей все чаще будут. У нас, как сказать, далеко все-таки до города, и автобусы плохо ходят. Конечно, это вообще рядышком, когда все храм, все это очень прекрасно. Вот сегодня приехал архиерей, будет освящение, это большой праздник для нас, для всех. Пока храм работает только по выходным дням из-за отсутствия священника. По субботам проводится утренняя литургия. В течение дня здесь будет находиться дежурный. Все верующие могут приходить молиться и ставить свечи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Переходим к спортивным новостям. Свой день рождения отметила якутская спортсменка Степанида Артахинова. Приятным подарком стала медаль «Орден за заслуги перед Отечеством» первой степени. С днем рождения Степаниду поздравил Владимир Путин. Согласно указу президента, государственные награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских играх в городе Токио. Отмечу также блестящий успех наших атлетов в турнире смешанных команд по стрельбе из лука, где наши ребята взяли золото и бронзу. И, кстати говоря, бронзовый призер Степанида Артахинова сегодня отмечает день рождения. Поздравим ее с этим событием. А следующий этап Кубка мира по масс-рестлингу примет Стамбул с 16 по 20 сентября. А 19 сентября, после завершения всех поединков открытого чемпионата Европы по масс-рестлингу, Сергей Фролкин и Татьяна Баишева из Якутии, Виктор Калибабчук из Смоленской области, Светлана Тихонова из Урала будут защищать честь страны на абсолютном континентальном первенстве. Им будут противостоять супертяжи из Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины. Кроме соревнований в весовых категориях, отдельным мероприятием идет в эти же даты чемпионат Европы по масс-рестлингу среди мужчин и женщин в абсолютной весовой категории. 8 мужчин и 5 женщин подали заявки и будут оспаривать звание сильнейших в масс-рестлинге в этом году. Учебный фрегат «Херсонес» впервые принял участие в фестивале «Таврида». По этому случаю на судне сменили привычные белые паруса на алые. Капитан судна Александр Онищенко рассказал, что полотно было пошито по заказу предприятия «Росморпорт» в Польше, а общая площадь ткани составляет 2770 квадратных метров. Перевооружение белых парусов на красные было осуществлено силами экипажа за 10 дней. Теперь это судно с алыми парусами единственное таких размеров на земле, добавил он, отметив, что первоначально фрегат носил название «Александр Грин» в честь известного писателя-романиста. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня солнечно, температура воздуха плюс 16, вечером плюс 11, ночью плюс 9, ветер до 7 метров в секунду. В Нерюнгри переменная облачность, днем плюс 15 градусов, ветер до 5 метров в секунду. Вечером незначительно похолодает до плюс 10, ночью плюс 6. В Ленске немного теплее, плюс 17 и тоже переменная облачность. К вечеру температура опустится до плюс 12, возможен дождь. Ночью немного холоднее, плюс 7 и тоже дождь. Ветер слабый, 2 метра в секунду. В алмазной столице сегодня также временами дождь, в Мирном плюс 16, ветер слабый. Вечером похолодает до плюс 12, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 6 градусов. И в столице республики сегодня тоже временами кратковременные дожди. В Якутске днем
13 градусов со знаком плюс. Ночью дождь. Столбики термометра опустятся до плюс 6. Слабый ветер 2 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. К этому часу это вся информация. Спасибо, что ближайший час провели вместе с нами. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.